Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв» в студии Ирина Ефимова. Вчера, 21 сентября, президент нашей страны Владимир Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в России. Он отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей, жителей ДНР и ЛНР, на растерзание палача, не может не откликнуться на их стремление самим определять свое будущее. На территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей пройдут референдумы о вхождении в состав России. А несколькими часами ранее, до выступления Путина, Совет Федерации одобрил пакет поправок в Уголовный кодекс, который вводит понятие мобилизации, военное положение и военное время. Сегодня у нас в гостях Валерий Лютый, председатель Якутского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Здравствуйте, Валерий Алексеевич. Ну, первое и самое важное решение президента – это референдумы в 4 областях: в Луганской области, Донецкой области, Херсонской и Запорожской. Если обратиться к истории, то эти земли были в составе России до 18 года, если я не ошибаюсь. Да? В 18 году Владимир Ильич Ленин своим указом они отошли к Украине. Как, вот, по-вашему, как пройдет референдум, вообще насколько это нужно, почему он проходит сейчас, почему нельзя было это сделать в 2014 году, некоторые спрашивают. Да? Вот что вообще вы об этом все думаете? Ну вот правильно вы сказали, правильные слова в начале нашего передачи, что Владимир Владимирович очень точно все сказал. Причины необходимости признания. Признание не только от ДНР и ЛНР, но и Херсонской и Запорожской областей. Я хочу сказать, что ведь люди этого ждали. Если исторически, вот вы затронули исторический момент, на самом деле мы жили в одной стране, СССР, и деление было достаточно условное. Условное абсолютно. Никто ничего по-настоящему это никакого не передавал. Ну что, Хрущев разве... Он даже в страшном сне, наверное, не думал, Хрущев, о передаче, например, каких-то областей в состав Украины, в том числе и Крыма. Мы были дружная одна страна. Вот цель-то у нас, собственно, всей этой специальной военной операции, чтобы именно Украина стала дружественным нам или хотя бы нейтральным государством. Об этом был разговор 8 лет. И чтобы люди, которые определились и не поддержали нацистский режим, которые выразили свое, уже референдумы были в ЛНР, ДНР, они выразили свое мнение, они хотят быть самостоятельным или в составе России. Вообще он изначально не состоял вопрос в составе России. Всегда мы говорили, Украина будет единой. Но только прислушайтесь, не убивайте людей, не убивайте детей. 8 лет. Выполните подписанные договора. Гарантом обращались тем же странам западным. Ну вы же повлияйте, как что-то сделаете. Мы же не можем. И самое главное, знаете, я даже горд, я скажу, что после выступления Владимира Владимировича горд тем, что наша страна держит свое слово. Вот нам поверили люди, поверили целые большие областя, это очень тысячи людей. И мы их не бросили. Сперва ЛНР, ДНР защитили, потому что опередили буквально на 4 часа. И вот сейчас Херсонскую область, Запорожскую область. Ведь люди хотят жить мирно, уже строить новую жизнь они начали. Там восстанавливается жилье, идут работы, то есть налаживается мирная жизнь. И их обстреливают кто? Опять же, обстреливают ВСО Украины. И сейчас, вы знаете, кто-то сказал, подметил, что мы воюем-то не с украинским народом, тем более, это точно я скажу, и не с Украиной уже, а это НАТО руками украинцев, нацистов в основном, воюет с нами. Потому что уже и вооружение там уже практически, уже только то осталось, которое поступает от НАТО. Но это вопрос был про референдум, и я скажу, что он просто жизненно необходим. А давайте своими словами говорить. Это единственный способ выжить сейчас этим людям. А нам доказать, что мы своих не бросаем, и что наше государство имеет свою... не боится НАТО. И где надо, мы именно будем делать так, чтобы людям было хорошо. А люди, еще раз говорю, выявили уже... Почему они нервничают? Потому что понятно, что как проголосуют люди.
Ведь у них тоже есть данные, они понимают, как проголосуют люди. Если бы они хотели перепроверить, они сказали, давайте мы пришлем своих наблюдателей, давайте мы проконтролируем как-то, правильно, неправильно. Но и так, как и с Крымом было. Они же не захотели. Они сказали, нет, мы просто не будем признавать. И вы знаете, правда в чем? Ихняя правда, и в кавычках правда, что там, где, например, Косово голосует за НАТО, там все нормально. А где берется тот же закон ООН, нигде не нарушается. И говорят, мы тоже, люди хотят проявить свое волеизъявление. Они не признают этот дворцовый переворот. Они не признают ту идеологию, которая нацистская, где герои бандеровцы, где герои те, которые убивали и поляков, и русских, и всех поддерживали Гитлера. Не признают они, когда унижают наших ветеранов Великой Отечественной, нашу историю, нашу великую победу. У них остались те же ценности, которые у нас были вместе, когда мы жили в СССР. И вот они хотят именно то, выразить свое мнение. И, мы 8 лет не будем же опять терпеть, пока у нас Херсонская область опять будут обстреливать. Мы и так много ждали, а люди ждали, верили, погибали и верили. И вот Россия пришла на помощь. И сейчас это необходимо сделать просто. Но сначала речь шла просто о признании независимости Донецкой и Луганской республик. Сейчас уже совершенно по-иному вопрос ставится. Выживание. Вопрос уже стоит так, что спасти этих людей, потому что, еще раз говорю, показало примеры, те населенные пункты, которые даже небольшие, которые были бы вынуждены наши военные оставить, там начиналась расправа. Там захватили карательные батальоны. Вот нельзя допустить этого. Людям нужна вера и надежда в завтрашний день, стабильность. Когда они будут понимать, что за ними стоит Россия, и это Россия, они в российской территории, законы Российской Федерации действуют, то они будут уже и сами пойдут воевать, защищать свою землю. Сейчас у них есть неопределенность такая. Я имею в виду про вот эти области, потому что да, мы их признали, мы их называем союзниками. Но на самом-то деле, еще раз говорю, у нас общие ценности, у нас есть слово, которое мы дали этим людям, и слово надо держать. Я думаю, что лучше лозунга не придумаешь, как «своих не бросаем». А как изменится, как вы считаете, жизнь жителей этих областей после референдума? Ну, во-первых, чувство уже есть, у них будет чувство, что Россия уже их не оставит. Это уже будут территория России. И президент неоднозначно сказал, все способы будут применены, чтобы защитить территорию России. Все. Шутки в сторону. Мы не можем так, мы уже сколько можем уговаривать как-то что-то так на переговоры. И второе, что я думаю, что там начнутся процессы восстановительные, более уже быстрые. Люди. Ведь посмотрите сейчас, наблюдается, почему нервничает тот же Зеленский, его окружение. Люди двигаются в Херсонскую область, Мариуполь, которые оттуда уехали. Да, это разрушенный, особенно Мариуполь пострадал, но люди туда едут, типа к оккупантам, да, потому что они знают, что там восстанавливается, там им помогут. Они не убегут оттуда, а туда возвращаются. Это целые колонны стоят. Вот, когда поехали с инспекцией европейские специалисты, они даже не могли проехать, настолько были большие колонны, которые возвращались. Это яркий показатель. Ну и сейчас самое главное, еще раз говорю, оправдать надежды людей. Ведь вы знаете, честь и совесть, как есть у человека, так и у государства должно быть. Он должен относиться также к своим людям, своим друзьям, те, которые просят помощи, это женщины, дети, тогда. Все это очень важно. Проявить такую волю, я думаю, что, понимаете, кто-то мне сказал, а ведь этот референдум могут не признать. Вы знаете, я думаю, что это не настолько для того, чтобы Англия, или Германия, которая сказала, что они воюют с Россией, это не для этого делается. Но они и Крым до сих пор не признают. А это не для этого. Нам надо. Людям этим надо, которые живут там, и нам надо. Нам надо понимать. Понимаете, понимание, что у тебя есть за тобой правота,
что это не какая-то фикция, а действительно люди проголосовали, пришли, и все будут говорить, да нет, там всех там за руки тащили, за ноги, связывали и заставляли подписывать что-то там, голосовать. Пускай что угодно говорят. У нас должно быть внутри чувство правоты, а у людей, которые там живут, чувство безопасности. Ну, то есть похожая история, как с Крымом, да? Потому Абсолютно. что Крым до сих Абсолютно. пор международное сообщество не признает российская территория, но люди, живущие там, они полностью интегрированы. Им нужна война, нам нужен мир, нам нужно хорошее добрососедство с украинским народом, чтобы как раньше жили, в мире и согласии, и чтобы там не было базы НАТО, которые нацелены на Россию. А если говорить о НАТО, об ООН, вообще о мировом сообществе, ожидает ли нам после этого каких-то еще более жестких санкций, Ну, более жесткой реакции, бойкоты и так как-то далее? То есть дословно не могу сказать, но Россия Владимир окончательно Владимирович- станет изгоем вот Владимир этого? Владимирович сказал, говорит, ну вы уж разом бы ввезли вы все санкции, не мучились бы себя и нас, сразу бы вот все, сколько там хотите там. Потому что уже все, тот Все, что могли, они порог сделали, да? перешли. И кому хуже от этого будет, а еще, как говорится, время покажет. Потому что на самом деле не такая хрупкая экономика у нас. И самое главное, надежда была разрушить изнутри. Сбунтуется народ, не поймет, что это вынужденная мера. Защитить Россию, защитить эти народы, которые вот нам поверили. А не по-другому никак. Это не прихоть какая-то. Это вынужденная мера, которая... И люди поняли. В основном есть, конечно, вопросы задают. Вот надо общаться, разъяснять. Но вопрос в другом, что, а как по-другому? Был ли у нас другой шанс, вариант защитить ДНР и ЛНР? Сейчас мы же что видим? Если мы не отодвинем дальше армию, и уже, я бы сказал, натовскую, то они будут обстреливать эти города. Как обстреливали эти 8 лет ДНР, и будут гибнуть люди. У нас не остается выбора, как дальше отодвигать их, брать другие населенные пункты и территории, чтобы обезопасить эти города. По-другому никак не получится. И вот мы сейчас как бы затронем вот это вот сейчас, в общем, у всех на слуху сейчас мобилизация, да? Да. Это больше даже волнует, чем... Потому что я уверен, что ДНР, ЛНР, и сейчас и Херсон, это все люди понимают, что люди настрадались, надо их поддержать. Завтра будет митинг, всех приглашаю на Комсомольскую площадь. В 5 часов? Да, в 17:00, да, будет поддержку ДНР. Надо морально прежде всего поддержать. А вот мобилизация, если мы говорим военная специальная операция. Ну, смотрите, специальная военная операция, которую Россия проводит на территории дружественных государств, да, ЛНР, ДНР. Сейчас, получается, после референдума, если, в случае, если они проголосуют за вхождение в состав России, тогда, получается, военные действия страны Украины и уже военное положение, состояние войны? Вы знаете, состояние войны может быть в том случае, если сейчас мы поймем, что как себя поведет, вот я бы уже говорил, уже вот эта коалиция НАТО. Потому что сейчас уже за Украину мы не говорим, что это только Украина. Там много сейчас военных специалистов и так называемых наемников. Ну да, и есть информация о том, что Киев был согласен на переговоры, но... Я бы, еще раз повторяюсь, ведь было неоднозначно сказано, что мы любыми средствами будем защищать свою территорию. И что касается, будет объявлена война или не будет война объявлена, одно точно, что мы сейчас примем, почему-то мобилизация, я возвращаюсь, что нам недостаточно тех малых сил, которые мы хотели вот урегулировать этот вопрос. А ведь любая победа, она требует, надо приложить усилия, нужно пойти и выполнить. Кто-то это должен делать. Это кто-то не придет. Когда мне задавали вопрос, как же, Валера, там же у нас миллионная армия. Это не специалистам непонятно, что это морфлот, это авиакосмические войска, это связь, это и так далее, это инженерные войска, стратегического назначения войска. Там нельзя оголять никого. Вот. Поэтому у нас есть вот та часть, которая вот выполняет. Но есть фактор усталости. Людям нужна ротация и так далее. Поэтому я думаю, что этот 1% от всех призывов,
которые у нас есть, люди, которые в запасе, это 1% сейчас призывается от 100%, а 24 миллиона, если я не ошибаюсь. А я предлагаю посмотреть опрос, что думают якутяне о референдуме. Поддерживаю, потому что что-то, сдвиги-то должны какие-то быть. Наши сказали, что помогут, проведению референдума, чтобы все было нормально, тихо, без ситуаций там всяких. Конечно, за референдум. Это надо. Это наша территория. Это исконно наша территория. Поэтому я думаю, что не должны погибать люди, за которые это наша территория. Чтобы они вошли к нам, Да. обязательно. Так, обоснуйте, пожалуйста, ответ. Ну почему? Потому что там русские люди живут. Там промышленность неплохая. И вообще там все российское. Все праздники наши. Поддерживаю, Почему? потому что это часть России, историческая часть России. И, в общем-то, странно, что вообще проводится референдум по этому поводу. Потому что сколько лет воевали, стреляли. Все, они все у Совет, все врачи. Да там такие люди живут, как и мы. Они жить должны с нами, вроде как. Страна должна быть общей. Вот и все. Терпение, организованность и тоже силы духа всем народам, любой нации. И понимание всем национальностям. Я родом из Донецка, поэтому я поддерживаю. Тяжело будет жителям этих регионов, но, надеюсь, все это пройдем, преодолеем, все будет хорошо. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Позвонить в студию и задать вопрос можно по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Мы продолжаем. У меня в студии Валерий Лютый. Валерий Алексеевич, прежде чем мы перейдем к теме мобилизации, я предлагаю посмотреть, что об этом говорит главный военный комиссар республики Авдонин. 21 сентября президентом Российской Федерации на территории Российской Федерации объявлена частичная мобилизация. Военные комиссариаты приступили к выполнению плановых мероприятий по проведению мобилизации, к оповещению, призыву и поставке граждан в соответствии с установленным заданием. Все мероприятия проводятся в плановые сроки. Задание, установленное штабом Восточного военного округа, я озвучивать не буду. Оно это все у нас утверждено, доведено до глав муниципальных образований, военных комиссаров муниципальных образований. Призыву по мобилизации подлежат все граждане, которые состоят на воинском учете, не имеющие законных оснований для предоставления отсрочки, граждане, которые, в первую очередь мы призываем тех граждан, которые недавно отслужили, это, как правило, граждане, которые закончили военную службу не более 3 лет назад, встали на воинский учет, имеют наиболее подготовленные навыки по военной службе. Поставка наших граждан по мобилизации будет производиться в другие субъекты. Оповещение и сбор граждан проводится в городе Якутске. Дальше мы будем отправлять ребят в соединение воинской части, установленной штабом Восточного военного округа. На сегодняшний день все мероприятия проводятся планово. Мною вчера подписан приказ об объявлении мобилизации. Приказ этот доведен в средствах массовой информации. Я советую всем гражданам, которые имеют на руках мобилизационные предписания, приписанных воинским частям, явиться в военные комиссариаты в соответствии с указом президента Российской Федерации, приказом, подписанным мной. В мобилизационных предписаниях указаны места явки, пункты сбора, на которые необходимо явиться, и сроки. Также обращаю внимание, что при прибытии в военный комиссариат или на пункт сбора необходимо иметь при себе паспорт, военный билет, банковскую карту для перечисления денежного довольствия. Все военнослужащие, как указано в приказе президента, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере, примерно от 205 тысяч рублей, в зависимости от должности штатной, на которую они будут предназначаться, и от воинского звания. И мы снова в студии. Валерий Алексеевич, можете объяснить, что означает вообще понятие мобилизации и частичная мобилизация?
Ну, мобилизация во время, когда есть уже война, объявлена война, Военное она, положение, да, военное она время. идет более расширенный круг, вернее, лиц, которые призываются, которые мобилизуются. А частично подразумевает, я еще раз повторюсь, 1% вот сейчас, это 300 тысяч на Россию, это по регионам, конечно, будет все распределено. Вот это 1% от тех, кто находится в запасе, именно все посчитано, именно тех людей, которые имеют специальные специальности военные, и которые, я сейчас говорю, которые сейчас, в первую очередь, там не было сказано еще имеют боевой опыт. Специальные специальности военные и боевой опыт. Вот. Ну и, конечно, сейчас до 35 лет будет. И очень, когда идет не мобилизация, там очень много «но», отстрочек. И у кого есть там 4-3 детей, у кого есть там беременная жена, у кого есть учатся студенты и так далее, и так далее. Очень большой перечень, я думаю, это все будет озвучено. Оборонные предприятия, стратегические предприятия, кто работает и так далее. Вот. Поэтому и она и называется вот, частичная мобилизация. Частичная, да. То есть это Я думаю, что вы знаете, как бы радости тут никакой нету. Вы знаете, когда любой с нормальной психикой человек не приветствует никакие боевые действия, которые называются войной, или как бы мы их там ни называли, специальная военная операция, нельзя радоваться этому. Но еще раз говорю, есть вынужденная мера, когда защищаешь интересы своей страны, где бы это ни было, в Афганистане, в Сирии, это не важно. Важно, что за этим следует, какие цели, в чем должна быть задача поставленная, за которой правда. Вот сейчас, еще раз повторяюсь, наши ребята там своей работой военной, которые рискуют жизнью, они делают очень важное дело. Они не только защищают ДНР, ЛНР и людей, которые поверили, но и обезопасивают, делают безопасной нашу жизнь. Они своим героизмом, так не побоюсь сказать, что они одолеют угрозу ядерной войны. Мы скажем наоборот, да нет, потому что если мы будем пятиться, если мы уйдем даже или там сдадимся, нас никто не пожалеет уже. Потому и сказано, Владимир Владимирович сказал, мы пытались договориться, мы договорились, и вдруг украинская делегация все сказала, нет, мы там будем воевать до победного конца. Понимаете, вот они чью волю изъявляют, они не украинского народа. Я не думаю, что украинский народ тоже любой ценой там хочет воевать с Россией и бомбить это ДНР, ЛНР. Мы жили бы в мире. Но у нас не остается выхода как вооруженным путем. А если у нас есть уже такое понимание, что мы воюем уже, слово «воюем» сейчас не принято говорить, но я просто как военный человек, я считаю, что это война. А если это война, то значит у нас должны быть воины, у нас должны быть солдаты. И они не берутся откуда-то там, их никто нам не пришлет. И не как в компьютерной игре, да? Это не компьютер, это живые люди. Понимаете, кому-то надо, всегда есть надо. Кто-то первый, кто-то второй. Мы в СССР жили, мы по призыву даже не задавали вопрос. Нам говорили, вы же можете кто-то остаться, поедет кто-то в Афганистан или нет. Шаг вперед. Никто не сделал шаг этот вперед со всего батальона. Мог остаться и не поехать. Вот такой у нас был настрой, что надо. Для чего мы понимали надо? Ну, нам, конечно, в советское время говорили интернационализм, но мы-то понимали, мы делаем так, чтобы не было там крылатых ракет НАТО. Нам это было известно. Чтобы наркотики не поступали в Россию. Чтобы Афганистан не превратился в страну, которая будет воевать, войдет на территорию наших среднеазиатских республик. И мы будем же воевать на нашей территории. Поэтому я хочу обратить всех внимание. Знаете, я хотел обратить на еще внимание. Мобилизация сейчас не только должна быть граждан, которые сейчас проходят, да, это солдаты. Они необходимы просто, чтобы был результат. А мобилизация еще должно быть общество, и в первую очередь власти, депутатов, всех уровней. Какая мобилизация? Они должны вдвойне больше работать и все сделать, чтобы семьи, которые уходят солдат, чувствовали заботу государства. Что ребята, которые приходят с ранениями или возвращаются ввиду исполненного своего долга, которые контрактники, контракт заканчивают, чтобы они тоже чувствовали, что общество, государство их не просто уважает, а заботится от них, делает все. И сейчас мы еще должны сделать, чтобы наши, которые
и добровольцы, которые ранее уехали, и сейчас, которые призываются, были обеспечены всем. Я вот хочу вообще обратиться к нашим недропользователям. Вот. Алроса, там, другие, у нас есть компании, у нас есть там акционеры, которые получают хорошие дивиденды. Но услышьте меня, сейчас надо помочь нашим добровольцам, нашим солдатам, которые туда уезжают. И сейчас нужно много-много потребностей такая есть. Я этим занимаюсь, я знаю, и скрывать этого не хочу, что у нас есть потребность и в квадрокоптерах, и в приборах ночного видения, и оптических прицелах, вот, тепловизорах, много-много перечислять. Сейчас совершенно другое время и другая техника. И вот к этому надо будет обратить внимание вот нашего. Я думаю, что вот наш Эльдархан вот понимает это, делает все, чтобы это было. Но, еще раз говорю, обратить внимание наших крупных предприятий, чтобы нам помогали. Помогали именно победу, чтобы победа была как можно быстрее. И как можно быстрее, если мы победим, тем меньше жертв будет с обеих сторон. То есть помощь — это техникой, амбунированием? Все, что необходимо. Еще раз говорю, что и на фронт, и здесь, как мы сейчас уже не хочу слово тыл, да, здесь у нас в России мы должны именно тоже мобилизоваться и жить по-другому. Там, где деньги не надо тратить, как вот на этих диджея, 4 миллиона отдали, а мы по копейке собирали со стариков, приходил слепой, отдал 50 тысяч, мне лично отдал и сказал: слепой человек, купите что-нибудь, квадрокоптер или бинокли. Я не хотел брать, а он настоял. Вот это как пример. Это очень мне тронуло, запомнилось мне просто. Поэтому, еще раз говорю, мы, конечно, должны как страна, как народ мобилизоваться, объединиться вокруг лидера сейчас, Владимира Владимировича Путина, и все делать для победы. Конечно, нельзя все прекращать, надо жить и продолжать мирно, трудиться, делать свое дело, но излишки всяких там празднеств и так далее, надо обратить внимание, куда лучше потратить деньги эти. Деньги – это государственные, народные. И, конечно, сейчас у нас должно быть понимание и народа, и власти как единое, что мы должны единую задачу выполнять. А сейчас у нас другой, самой важной задачи, как победить, нету, мне кажется. Ну вот говоря про 1%, да, это вот то, что вчера комментировал Сергей Кужугетович Шойгу, когда он назвал примерную цифру в 300 тысяч человек, которые нужно мобилизовать по стране. То есть 1% – это вот те люди, которые имеют боевой опыт, да, получается, и военной специальности? Нет, таких людей мы сейчас именно такого возраста, вот, например, как пример, афганцы бы хотели многие поехать, но им уже больше 60 лет. Многие имеют ранения, в том числе у меня 2 ранения. Ну, если к нам обратятся, скажут, тут второй призыв, конечно же, мы поедем, безусловно. Но есть такие специальности, еще раз говорю, это связисты, артиллеристы, водители автомобилей и так далее, и так далее. Это все, вот сейчас правильно сказал комиссар, что люди, которые недавно были в армии 3-4 года, это все еще, он эту технику знает. Ну, то есть он помнит, он это умеет. может быстро восстановить, или который 40 лет назад. Он уже ничего не помнит, и уже и здоровье не то пробежать и так далее. Вот. Поэтому из крайности в крайности не должно быть. Самое главное сейчас, и люди должны понимать, что не будет никого использовать власть, и чтобы любой ценой там набрать против людей, которые инвалиды, там, которые не способны к этому, художников там, и так далее. Есть же все люди патриоты. И я много знаю людей, которые искусство, да, которые никогда автомат не держали, но они очень патриотичные люди. Это не зависит, в камуфляже человек или нет, от этого не зависит. Я этого по жизни убедился. Но все-таки ехать сейчас в первую очередь должны те, которые умеют и понимают, что такое война, армия, которые готовились к этому. И, конечно же, они будут еще сейчас проходить подготовку дополнительно. То есть сначала их отправят на учения? Обязательно. Я думаю, что некоторые специальности, которые особенно, да, такие вот, могут участвовать в каких-то боевых действиях, они будут около 3 месяцев проходить подготовку дополнительную. Вот. И мы их увидим, может быть, через 2 месяца, может быть,
увидим, и, может, я неправильно выразился, ну, я думаю, что они прибудут вот так. Там сейчас нельзя ожидать, что их сейчас кто-то куда-то прям пошлет на передовую. Вот. Я думаю, но есть такие специальности, которые уже через неделю, через 2 недели он может приступить к выполнению этих боевой задачи. Ну и, конечно, все вот эти вот отсрочки, которые по здоровью, по студенты. Там перечень большой, еще раз говорю, там многодетные различные инвалидности, различные стратегической важности предприятия оборонные. Вот. Это все тоже уже отсрочка дается. Ну и, наверное, я думаю, что будет индивидуальный подход, потому что могут какие-то особые причины быть. Я имею в виду, что, ну, к примеру, у человека нету на издевении какие-то больные родители или ребенок. У него некому ухаживать за этим ребенком. И если уходит мужчина, как содержать, он единственный. И такие я знаю и женщин, и мужчин, которые вот ухаживают за своим больным ребенком-инвалидом. То есть индивидуальный подход будет. Еще раз говорю, никто, я уверен, сейчас не будет рубить с плеча. Вот, а ребята, которые здоровые, обученные, ну, бывшие вот недавно воины, вот, они будут призываться тоже в ограниченном количестве, но, еще раз, выбор там будет военкомат делать. Я не являюсь работником военкомата. Да, просто ваше мнение. Да, это по специальностям. Какие необходимые специальности вот, призывать будут. Потому что, ну, наверное, и повар нужен будет. Да, там всякие специальности важны, но есть первоочередное, которое сейчас вот, необходимо будет. А вот военное положение, военное время. Госдума накануне приняла пакет поправок в Уголовный кодекс, которые будут действовать в случае военного положения. То есть означает ли это, что нам нужно готовиться к объявлению военного положения? Вы знаете, я вот сказал именно мобилизация гражданского общества, это как раз про это. Вот. Что такое мобилизация гражданского общества? Потому что сколько ни говори, там халва или сколько ни убеждай, некоторых людей нельзя убедить. Просто они скажут, ну это ваше дело, а мое дело вот как бы отсидеться на диване, все это пройдет, меня не заденет, да? Мое дело маленькое. Поэтому какие-то законы по этому вопросу, чтобы в режим органы власти вошли, чтобы законы помогали военным комиссариатам, чтобы помогали эти законы на передовой. Вот. Это вот уже новый тип законов, которые вот в определенный вот такой трудный момент, они вот и вносятся. И я думаю, оперативно сейчас надо все делать. Вот самое главное сейчас бюрократию вот эту всю. Как-то можно на нет свести и на местах везде. И еще раз говорю, что мобилизоваться и экономику делать в первую очередь то, конечно, можно строить как-то праздновать, и все это нельзя убирать какие-то вещи из людей привычные. Никто не говорит, например, не праздновать там Новый год там, или еще что-то. Но ведь можно, понимаете, за 30 миллионов сделать салют, а можно сделать поскромнее что-то, да, или там концерты, может, своих лучше пригласить, чем каких-то звезд, там, поп-звезд там, и так далее. Все это по чуть-чуть, в целом государство. Вот Общероссийский народный фронт, у нас есть проект «Все для победы». Я извиняюсь, это не реклама, это действительно нужное дело. И люди перечисляют, там заходят в сайт Общероссийского народного фронта, «Все для победы». И там есть, как можно внести 100 рублей, 200 рублей. Мы уже набрали более 80 миллионов. Мы вот лично тут отправили уже с Якутска более 8 миллионов, закупили квадрокоптеры, приборы ночного видения. Все это спасет и поможет многих наших воинов. Вот, поэтому вот эти вот каждый, почти, я знаю, что у нас центр, созданный и по распоряжению Александра Сергеевича, работает мобилизационный центр по продовольствию, материалы разные собираем, отправляем. Уже вагон Якутия целый ушел, я знаю там. Поэтому все вот это, вот все мы должны в единое объединиться и понимать, что сейчас все, наша страна переходит в другой режим. Другой режим, а какой именно? Что мы входим в режим, когда
Если это не война, ну, по крайней мере, мы понимаем, что против нас ведется необъявленная война. Это экономическая, это и вот сейчас руками украинцев, когда последнего, как они говорят, украинцы хотят с нами воевать. А наша задача, еще раз, простые. Гибридная война, Они так цели называемая. поставлены и не меняются. Вот что мне нравится, что вот сейчас у нас немножко так, а давайте мы попередумали. Нет, цель не меняется и своих не бросаем. А что вы посоветуете, ну вот представим какого-то просто вот молодого якутянина, да, там парень, ну, скажем, в армии отслужил, 27 лет ему, допустим, да, и вот получил повестку. Ну, я еще раз говорю, каждого должно быть внутреннее, что, во-первых, если он мужчина и как гражданин просто, он понимает, ведь наши отцы, а что далеко ходить? И у нас уже можно пример ставить афганцев. Мы не увиливали, мы понимали, ехали куда, выполняли свой долг. Если сейчас еще как-то идет поддержка государства, оплаты и все то у нас нет. Я за тяжелое ранение получил 300 рублей. Ну, смешные тогда деньги, но это была, ну, одна зарплата, там, где-то 2 зарплаты вот, месячных. Но есть понимание, должно быть, не все меряется только деньгами. Вот сейчас есть понимание, что наша страна должна показать всему миру, всему НАТО, что мы единая страна. Что мы, если на нас давить и нас заставлять, и если нам угрожают, мы можем объединиться, как всегда, все национальности, как в Великую Отечественную войну, и проявить, ведь есть, это вот повсеместно видно, как ребята там наши проявляют героизм. И когда вот мы начинаем понимать, когда простой парень попадает, вы говорите, 27-летний, и казалось бы, а что он там, что он там сделает? А потом мы узнаем, что он герой, что он сделал подвиг. Вот. А к тому, бывает, что так, что не получается совершить подвиг. Но я вам так скажу, вот Владимир Владимирович сказал, мне тоже понравилось. Каждый, кто там был и будет, это герой. И неважно, совершил он там подвиг. День на нахождении на передовой в бою – это большое испытание, это большой риск. Ты ставишь на кон свою жизнь. Главное, еще раз говорю, понимать, правда на нашей стороне. Вот это должен каждый понимать. И если этот 27-летний парень выполнит свой гражданский долг воина, как мужчина, он должен понимать, что он внес свою лепту, чтобы предотвратить ядерную войну, чтобы защитить Россию, чтобы эта война не была на территории нашей страны. А еще, чтобы защитить вот этих людей, которые поверили в нас. И вот после референдума, когда станет эта территория Российской Федерации, я думаю, что весь мир поймет, что мы не шутили, что мы слово свое держим, и нам больше будут доверять. Спасибо вам большое, Валерий Алексеевич, за то, что пришли в студию, ответили на наши вопросы. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.